Изучая чувашскую мифологию, мы пришли к такому выводу. У чувашей был один единый бог – Творец. В мифах утверждается, что наш мир, как и человека, создал Творец. Ранее некоторые исследователи говорили о многобожии и языческом веровании чуваш. Также есть много сторонников единого бога – Тура. А такие божества, как Аслади, Пигамбар, Пюлехща, Херцурт и остальные являются это образы, которые чуваши сотворили сами себе в помощь ежедневной жизни как инструменты. Это как зонтик от дождя или веер от духоты и так далее. Человек, как творение по образу и подобию своего отца, тоже кое-что может, например, хотя бы родить себе подобного человека. Как известно, человек, сообща себе подобными, может очень многое. Народ – это сила. Так вот, собираясь всем селением или даже многими селениями, чуваши создавали себе образы. Аслади помогал управлять природой. Он зорко следил за всем происходящим в мире. Обнаружив нарушение, быстро наводил порядок в своих владениях. Когда сердился, громы и молнии метал, наказывал виновников. Пигамбар защищал от диких животных. Повелителем всех зверей и огня являлся Пигамбар. Если случится, что на тебя нападут волки, нужно говорить: «Пигамбар, уйми своих подданных». Тогда появляется большой белый волк и прогоняет напавших на человека обычных волков. Семейство ветра помогало управлять облаками. И ветры буйные, шаловливые или ласковые, все это добро разносили по бескрайним земным просторам. Великан Улоп защищал от агрессивных соседей. Эти образы, коими активно пользовались по необходимости, со времени теряли энергию. По этой причине нужно было собираться повторно и усилить образ своей народной энергетикой. В чувашских мифах и сказках есть также не очень добрые образы. Их не будем называть и показывать, не будем вспоминать негатив. Скорее всего, они тоже когда-то служили для устрашения врагов. Создавать можно, но этими силами еще надо уметь управляться. Возможно, некоторые недобрые образы были созданы несмотря на запреты старейшин. Верности нашей гипотезы служит ярчайший образ нашей современности. Сам Дедушка Мороз, который нынче всем знаком и является самым популярным образом в мире. Мы все знаем, что его нет. Вернее, взрослые знают. Малые дети наши искренне верят, что Дед Мороз существует. И он на Новый год непременно придет с желанным подарком. А мы, взрослые, нисколько не смущаясь, этот миф активно поддерживаем. Почему бы нашим кровинушкам не устроить праздник хотя бы таким образом? И это работает. С каждым годом образ Деда Мороза обновляется, обогащается все новыми красками в виде открыток, мультфильмов и кинофильмов. Правда, у каждого народа он имеет свое, отличное от остальных название. Дед Мороз – русское, Хельмуджи – чувашское,
Акбабай – татарская, Карбаба – узбекская, Пакань – финская, Санта-Клаус – американская и так далее. Между прочим, лет 150 назад образ Деда Мороза представлялся людям злобным и неприятным старичком. Его звали Карачун. Чувашский язык объясняет это так. Кара – кура, черный, чун – душа, черная душа. Ситуацию переломили, из негативного преобразовали в вполне позитивный образ. Еще один аргумент в нашу пользу, что чуваши создавали себе полезные образы, является вот эта легенда. Как-то раз в одной семье родители уехали погостить в дальнее селение с ночевкой. У них дети уже были относительно взрослые, а за хозяев они остались с удовольствием. А как же, в отсутствие взрослых можно устроить улах, молодежные посиделки. На улах пришли друзья, соседи, они славно повеселились. А в конце говорят: давайте во взрослую жизнь поиграем, обряд проведем. Сказано, сделано. Принесли со двора обыкновенный чурбан. По мере умения провели обряд жертвоприношения чурбану. На этом тот улах закончился. Но последствия дали о себе знать через год. В этой семье по неизвестной причине начали болеть дети. Что бы ни делали, как бы ни лечили детей родители, все было безрезультатно. Обратились к знахарке. Она объяснила, в чем причина неприходящей болезни детишек. Чурбан впоследствии обряда заимел собственное «я», ожил. Но, чтобы не исчезнуть как некая субстанция, он требует еще энергии. При помощи знахарки это дело урегулировали, дети благополучно выздоровели. Как мы видим, человек должен быть очень аккуратен со своей духовной энергией. Недаром говорят, словом можно и убить, и лечить. Выбор за нами. Но также не надо забывать, что негатив, излучаемый кем-либо, может бумерангом вернуться хозяину. А этого никому бы не хотелось. Вывод – делай добро. Творить добро и выгодно, и приятно. С приходом христианства на наши земли образ жизни народов поменялся. Люди начали забывать традиции и обряды предков. Без пополнения энергии созданного им народа мощные образы древности утратили свою силу. О том же говорят олимпийские боги в голливудских фильмах. Без энергии людей мы никто. Это свидетельствует о том, что, являясь сыновьями и дочерьми своего Отца, обладая полученным от Него энергией созидания, человек способен на очень многое. Мы ни в коем случае не против сложившейся ситуации в мире. Наоборот, человек не может хорошо разбираться во всех областях жизни. Компьютерщик не может играть виртуозно на скрипке. На свадьбу для удобства мы приглашаем заводилу тамадо. Не имея станков и инструментов, нельзя построить мебель. Посвященные пусть обучают духовной жизни остальных.